Надо быстрее. Неожиданно среди собравшихся в фойе Ассамблеи народов в Чувашии, где представлены более 120 представителей народов России и мира, я встретил нашего незабвенного народного писателя, академика, исследователя и хранителя истории болгаро-чувашского народа Михаила Николаевича Юхма, который пришел на празднование памяти сына палестинского народа, поэта Махмуда Дарвиш, организованный руководителем культурного центра народов Азии и Африки, здесь, в России, доктором права Аль-Балуи Басам. Доктор Басам, как мы его называем в народе, на чувашскую землю с далекой Палестины перебрался в начале 90-х годов. Здесь женился, взял замуж чувашскую девушку, и она была с той самой деревни, откуда родом Михаил Николаевич. И вот история, удивительный случай, о чем вспомнил Михаил Юхма в своем рассказе, навек связал эти две семьи. Будучи мальчишкой в 40-м году прошлого века, маленький Миша оказался на краю своей деревни. В это время возле селения проходила группа цыган, цыганский табор, которые попытались похитить одинокого ребенка. И, как стало известно позже, чтобы потом отдать его бездетному цыганскому барону. Неожиданно на раздававшиеся шум и крики обратил свое внимание Иван Пирогов, председатель колхоза. Он обходил поля и при себе имел ружье. Так был спасен маленький Миша для чувашского народа. А если бы это не случилось, и цыганский народ обрел бы в лице Михаила Юхмы своего писателя, историка, с улыбкой говорит Михаил Николаевич. Вот ведь какая история. Связь времен. С умилением, восторгом вспоминает Юхма. Ну вот. Таким образом, жена Басама является внучкой того председателя Ивана Пирогова, а я стал народным писателем Чувашии. Басам интересуется культурой чувашского народа, способствует ее развитию и оказывает помощь деятелям культуры, стремится познать чувашский язык. Чествование арабского поэта – это большое дело. Радует присутствие наших артистов, певцов, писателей, деятелей культуры не только с нашей стороны, но и представителей соседней с нами республики. У нашего народа искусство, творчество всегда было на первом месте, и Басам способствует развитию духовной близости и укреплению дружбы с арабским миром. Я перевел арабских поэтов на чувашский язык. Стараниями Басама хочу выпустить книгу стихов арабских поэтов на нашем языке. Поэзия арабов удивительная и своеобразная до глубины философии и, несомненно, является инструментом для общения и укрепления дружбы между народами, духовному, взаимному обогащению. Ну, там добычили, вернуть телевизионата. Сэмиде саламгалар. Эслемелин Мэхата, следствие, Олег Саманова, Эслемеле Булдырын Савна. Урада там. Почаще проводить. Большая делегация сегодня во главе заместителя министра культуры Республики Марий Эл тоже прибыли. Это тоже друзья, которые объединяют нас общие цели, задачи, это сохранение нашей культуры. Всем привет! Я Олег Самана, автор этого проекта. Мы, как чувашский народ, живы и живем в дружбе и согласии со всеми народами. Так было всегда, во все времена, и строили свое общество всем миром. Вот и сегодня мы чествуем имя арабского поэта Махмуда Дарвиш, организованный сыном палестинского народа, а ныне жителем Чувашии, доктором права Аль-Балуи Басам.
Я хотел бы, с вашего разрешения, несколько слов сказать. В этом зале проходит много мероприятий различного уровня, различного направления. Но такое мероприятие, как сегодня, редко бывает. Редко заключается в том, не по числу участвующих и не по числу людей, от которых зависит очень многое в жизни, не по занимаемой должности, а от того, что само мероприятие – это значение исторического масштаба, носит исторический характер. Дом дружбы является местом, центром объединения людей разных национальностей, разных вероисповеданий. Здесь, в этом доме, мы считаем каждого, кто к нам заходит, от малого до великого, своим человеком. Здесь, в этом зале, в этом доме, в аудиториях площадью 3500 квадратных метров, чужих людей здесь не бывает. Я хотел бы сказать о том, что искренне большое человеческое спасибо министру культуры, вам, дорогой министр, за то, что вы нам за короткое время помогли за 4 месяца разрушенный этот дом. Вы создали именно такое общее благо. И сегодня в этом зале присутствуют представители многих народов, но самое главное, я хотел бы сказать, сегодня только что вы посмотрели фильм. Фильм посмотрели поэта палестинского народа. Герой. Я не знал до этого, моему стыду, если даже я академик, к сожалению, должен сказать, то, что не знаешь, не надо хвалиться. Не знал, и сегодня я посмотрел выставку, посмотрел произведение. Спасибо работникам Центральной библиотеки, которые разыскали некоторые материалы. Это известнейший поэт, известнейший человек. Сегодня здесь выступят наши поэты, которые переводили его произведения на чувашский язык. Я должен сказать, его работы переведены на языки более 30 стран мира. За короткое время своей жизни он создал невозможное возможным. Он патриот своей родины. Он патриот. Каждая клеточка его организма дышала духом патриотизма, величием, признанием своей родины. В этом суть этой личности. И я хотел бы сегодня сказать большое спасибо представителям нашей любимой Марийской республики. Мы здесь живем с вами в одной упряжке, в одном месте, только нас разделяет Волга, а более точнее сказать, Волга не разделяет, а объединяет. Самые лучшие места, грибные, ягоды, все находится на территории Марийской республики, и они к нам ездят. Мы, откровенно говоря, создаем семьи, у нас очень много семей, когда чувашка выходит замуж за марийца или марийка за здесь нашего хорошего парня. И надо сказать, социологические исследования показывают, где создается такая семья, мариец и чувашка, или наоборот, это самая крепкая семья. Развода нет в этих семьях. Примите пример и укрепляйте дружбу. После сегодняшней встречи, дорогие, я убежден, появятся новые семьи, новые люди. И мы, если даже сегодня познакомимся и создадим новую силу дружбы, в этом значимость нашего сегодняшнего мероприятия. Заканчивая короткое свое выступление, хочу сказать, марийцы люди очень сильные, очень добрые, они очень храбрые,
Они являются для нас примером. Я знал хорошо президента Кислицына, был коммунистом. Я его поддерживал в свое время на выборах. Под моим руководством он стал кандидатом экономических наук. Я не просто об этом говорю. И всех президентов, глав республики прекрасно знаю и прекрасно с ними дружу. И я хотел бы в этой связи сказать о том, что где марийцы, где их душа, там всегда найдешь счастливое будущее. И сегодняшняя встреча, я думаю, является новым этапом добрых взаимоотношений между нашей республики, главой республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым и руководителем Марийской республики. Мы будем дружить, укреплять наши отношения и укреплять дружбу между всеми народами и, в частности, героическим палестинским народом. Мы любим Россию, мы любим всех народов, которые с нами здесь живут, нас понимают, нас слушают и слышат, как говорит Владимир Владимирович Путин. И мы хотим сказать на тюркском языке: «Тавдавуй сире бурзрада, кундаки нежин, таймавуй сире бурзрада, пойдем терерин, пойдем тюндазире, салам, ырлы сцывлых, телея кунжом».